Сонымен ханымдар мен мырзалар, Найза 64 турнирі Co-Main Event 5 раундтық супер жеңіл салмақтағы чемпиондық белбеуге талас. Ақтау, сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз! Ladies and gentlemen, this is Co-Main Event of the evening. 5-round fight for the Strawweight Championship. Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record, 4 wins, stands 165 centimeters tall. His weight, 53.5 kilograms. Fighting out of Jalalabad, Kyrgyzstan. Қарсылыңыздар, Doronbek Kılıçbekulu. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record, 4 wins, 1 loss, stands 159 centimeters tall. His weight, 53.5 kilograms. Fighting out of Ақтөбе, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсылыңыздар, Бағдат Шобанов! Рефери Манап Кабдиев. Орта. Один, наверное, из самых интересных боев. Этого карда. Да. И самые быстрые ребята, наверное, этого карда. Не удивляйтесь, почему только что показали Алену. У них очень долгая история взаимоотношений, которая как-то не распространялась за пределы Найза. Хотя Алена множество раз на это намекала. Друзья, все главное событие. Перейдем к бою. Забудем о всех отвлекающих факторах и скажем вот о чем. Gorilla Energy — это не просто энергетический напиток. Мы сами его пьем, друзья. Это источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Он приносит ваши эмоции на новый уровень, помогает нам поднять занавес на это невероятное мероприятие. Да. И спортсмены здесь... Ну, максимальная, наверное, скорость будет от двоих спортсменов. Такой скоростной Кылычбекулу. Да, взрывной такой, на челночке двигается парень. Сагындык Микеев заметил, что это боец, который готов держать высокий темп на протяжении 3-4 раундов. Ох, слоу кика начал Кылычбекулу. Практически бесконтактный бой. Первые 30 секунд. Ох, Вот. такой жесткий лоу-кик от Доронбека. Это 5-раундовый бой. Здесь, я думаю, больше тактическая работа двух спортсменов будет решать, да, кто победит в этом поединке. А твое пространство? Кылычбекулу. Да, очень нестандартно двигается, кстати, да. Ох, еще один быстрый лоу-кик. По внутренней стороне. Доронбека. Жубаныш не достает. Очень вовремя Кылычбекулу уходит на правильную дистанцию. О, хорошая быстрая двойка от Доронбека. Меняет стойку Багдад. Абсолютно две разные стратегии. Попадание по корпусу. Да, хороший мидл-кик в исполнении Багдада. Две разные стратегии, где Кылычбекулу пытается одиночными разряжаться ударами. Жубаныш такое ощущение пытается подобрать ключик правильный. Да, не может подобраться. Пока что найти свою дистанцию. Багдад сокращает потихоньку дистанцию. Сокращается. Ох, хороший удар с развороту, да. Ну, вскользь и в руку. В руку и медленно. Проход в одну ногу от Багдада Жубаныша. Защищался Кылычбек. И еще и на выходе успел коленом засадить. Довольно хорошо защищался Доронбек. Ну, чем славится Багдад, да, он постоянно может проходить в ноги. И рано или поздно он может перевести своего соперника. Но это была проблема в бою с Казбеком Саганом. Там как раз контроля-то и не хватало. То есть переводы-то были. Ну да, Казбек хорошо поработал в том бою над защитой. Сможет ли Доронбек, да, столько вставать, останавливать Багдада? Опять взрывается серией. Попытка Багдада достать апперкотом. О, правый одиночный прямой. удар.
от Доробека. И неплохой раунд очень проводит Доробек, да, постоянно двигается. И на Из ноль. серии, и опять, и колени полетели. И оказывается на канвасе, но тут Да, же да, спасается да, да, Богдан да. Шабанаш. И кажется, И что это не его стихия. выходит маунт. Выходит маунт. Кылычбек. Да, Доробек очень сильный парень, да, как оказалось. Не удалось оседлать, не удалось перейти О. полмаунт. Колено добавляет Богдан Шабанаш. О, правый О. боковой. Прямо туда эта посылочка приходит. Да, Доробек хорошо работает в этом раунде. И сам в одну О. ногу проходит. Хватит ли контроля? Как же Да, легко не вырывается. не получилось перевести. И тейп, да, выпал у Доробека с ноги. По воздуху пускает этот бэкфист Богдан Шабанаш. Минута до конца первого раунда. Можно здесь представить, что будут все 5 раундов. Но пока, мне кажется, Кылычбек Улу забирает первый раунд. И двойка. Двойка хорошая в исполнении Багдата прошла. Как-то растерялся Доронбек на секунду. Да, И нашел. колено! Ой, двойное колено Блокировал, снова. блокировал. Жбанаш. О! О, справа пропускает. Зарядил, дальше поскользнулся, но встал. Здесь пошел размен. Прямые выбрасывает Кылычбек Улу. Жбанаш. Право прямой от него. Подсел. И будет перевод. Да! Да, и сразу выход, сайд-контроль. Дастана Мангельда. Да, подсказывает, что осталось 20 секунд. Багдату. Надо поработать отсюда, из этого О, положения. хороший локоть. Возможно, И как тейкдаун. Доробек встает, да? Все равно выкручивается. И левый боковой. Еще достал Багдат, нашел свою дистанцию. Разогнался. И кажется, этот тейкдаун может сыграть решающую роль. Только казахстанцев в этот момент. Богдан Жбанаш начинается все с такого приветствия. Второй раунд. Да, динамичный бой мы наблюдаем с вами. Ой, бэкфист! И контрит, как же вовремя сокращает дистанцию. О! Фронт-кик в исполнении Багдата. Разогнался. Ох, и справа все равно Он очень опасный, да? Фейкует, а дальше с разворота попытка достать. О, хороший лоу-кик. Будет ли перевод? Как гром просто взрывается. Богдан Жбанаш будет прорываться сквозь оборону. Да, обходит гард. Отсюда коленями не поработать. И Жбанаш! О! Капа падает! Какой апперкот! Хороший апперкот, аж капа выпала, да? Растерялся Кылычбек Улу. И видно, этот удар его чуть-чуть с колеи сбил, да, можно так сказать. Супер нестандартная вещь, которую можно сказать в отношении бойцов минимального веса, наилегчайшей весовой категории. Не моргайте. Здесь любой удар может привести к нокауту. Как кажется! И размен! В исполнении двоих спортсменов. О, правый прямой доходит и дальше О. удар по корпусу от Кылычбека. Задышал Доронбек. Видно, да, вот эти вот сумбурные действия, вот этот темп, который навязал Багдат, очень много сил занимает у Доронбека. Право прямой есть, опять сближается. Вот проходит сейчас уже Жбанаша то, что не проходило в первом раунде. Да, точнее не получалось. Да, нашел свою дистанцию, вот эту вот именно ударную дистанцию, когда удары начали достигать свою цель. Прячет свой правый боковой постоянно. Жбанаш, ну, достает. Последний бэкфист! Какой бэкфист, да, мы сейчас увидели в исполнении Багдата. Разогнался и попал по печени, по всей видимости. Да, потому как сейчас Кылычбек держится за корпус. Еще один удар по печени. И пробивает, дальше добивает. И финиш, да, скорее всего, и остановка. Новый чемпион. Чемпион Найса! Dear ladies and gentlemen, referee Manap Kabdiyev halts in 2 minutes 15 seconds of round number 2. Winner by TKO and